Добрый вечер, уважаемые зрители! В эфире на КПК Лайв программа «Студия» Быковского, 9. 8 декабря отмечается Международный день художника. Поздравляем творцов живописи! Этот вид искусства пришел к нам от наскальных рисунков и до шедевров мирового наследия. Сегодня у нас в гостях гуру казахского танца, заведующая кафедрой хореографии Костанайского педагогического колледжа Доспанова Салтанат Муратовна. Цитатой встречи стали слова Адриана Челентано. «Жизнь – это танец по вертикали. Каждый день выучиваешь один шаг». Доспанова Салтанат Муратовна родилась 22 августа 1978 года в городе Аркалык Костанайской области. В 2003 году с отличием окончила Костанайский педагогический колледж по специальности «Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество». В 2007 году Челябинский государственный педагогический университет. Для Салтанат Муратовны профессиональное движение заключается в 3 заповедях: любовь к студентам, безграничная вера в их возможности, непрерывный поиск эффективных способов работы. Студенты, коллеги и родители всегда обращаются к ней за советами. Как прогрессивный педагог, соответствуя новым тенденциям в сфере образования, в 2019 году Салтанат Муратовна проявила инициативу по включению в региональный чемпионат WorldSkills компетенции хореография, которая стартовала в 2020 году на базе Костанайского педагогического колледжа. Главное в работе – гореть, а не тлеть, а иначе не нужно работать со студентами творческих специальностей. Так говорит и ставит задачу своей педагогической деятельности Доспанова Салтанат Муратовна, заведующая кафедрой хореографии. За творчество и воспитание молодого подрастающего поколения Салтанат Муратовна награждена грамотами Министерства образования и науки Республики Казахстан Акима Костанайской области. Она является лауреатом международных и республиканских конкурсов. В 2007 году получила премию Клуба меценатов Костанайской области. Для этого творческого педагога девизом ее жизни является «Все студенты талантливые. Главное – создать условия, чтобы они состоялись в профессии». Здравствуйте, Салтанат Муратовна. Вы работаете с творческими людьми, у всех свой характер. Мы знаем, что творческие люди ищут себя, переживают, их огонь внутри гаснет, и наступает так называемое выгорание. Скажите, пожалуйста, как этого избежать? Добрый вечер, Кажимхан. Конечно, вопрос очень такой щепетильный в плане по отношению, вернее, к творческим людям. Творческие люди, нужно сказать, это такие одаренные, талантливые и плюс такие хрупкие личности. Допустим, мы когда студентам преподаем, мы говорим, что у творческого человека как бы 2 ауры, 2 души. Внешняя аура – это внешняя среда, бытовые какие-то вопросы, проблемы и так далее. А внутренняя аура – это уже твое творческое вдохновение. И всегда стараемся советовать: не позволяйте внешним факторам, внешней среде проникать во внутреннюю ауру, откуда идет, вернее, ваше творческое вдохновение. Потому что это независимо танцор, вокалист, инструменталист, художник, да, режиссер, от этого не зависит. Если внешний фактор позволит зайти в внутреннюю ауру, то есть эти внешние проблемы, они не дадут развиваться, они не дадут тому развитию именно в творческого вдохновения. То есть он не сможет не придумать ни танец, он не сможет придумать музыку, сочинить музыку, он не сможет нарисовать, потому что это очень важно. И когда человек может регулировать, то есть контролировать, да, вот эти 2 ауры, то, конечно, у него все получится. Благодарю за это. Но этому нужно, естественно, стараться, трудиться, работать. Я считаю, тогда не будет никакого выгорания. Мы знаем, что у вас был опыт работы в областной филармонии имени Елеубая Умурзакова. Очень интересно узнать, какой концерт или фестиваль было организовать труднее всего? Работая в качестве заместителя директора по творческой деятельности нашей областной филармонии, нужно сказать, что проводилось
очень много концертов, мероприятий, но среди них хочется выделить это участие делегации нашей Костанайской области в 2017 году на международной выставке «Экспо». Конечно, это было масштабное мероприятие, где по графику, да, по определенному графику выставляли свое творческое искусство все регионы нашего Казахстана. Ну, естественно, Костанайская область представила себя очень на достойном уровне. Нужно сказать, что это была масштабная такая подготовка именно нашего региона, где привлекались только самые лучшие, то есть профессионалы, это оркестры, да, русский оркестр, казахский оркестр, джазовый оркестр, это привлекались все просто, как сказать, знаменитые наши творческие люди, которые достойно представили себя на выставке «Экспо». И, конечно, для меня это был очень колоссальный опыт в плане проведения, организации. Это была видна подготовка именно наших коллег, именно столичных коллег, которые организовывали данное большое мероприятие. И нужно сказать, что конечно, хотелось бы, чтобы такие большие мероприятия с участием всех регионов нашего Казахстана принимали почаще участие на таких мероприятиях. Но для меня очень много, конечно, было как различных форм проведения. И все это я, естественно, проявляла на уроках по организации досуга среди своих студентов и передала, вернее, этот опыт, да, навыки, умения в плане организации. Вы руководитель кафедры хореографии. Как планируете делать набор абитуриентов по специальности народное художественное творчество в 2022 году? Мы планируем на 2022-2023 учебный год по новой специальности, которая в этом году она впервые вышла, да, народное художественное творчество, принимать по полгруппы, то есть 12-13 человек. После 9 класса на очное обучение с русским языком обучения. Салтанат Муратовна, спасибо вам. Передаю слово своей коллеге Асие Жамаловой. В нашем эфире специальная рубрика «60 секунд», которая начнется после рекламы на КПК Лайв. COVID-19-ға қарсы вакцина салдыру арқылы өзіңді, туыстарыңды және жақындарының денсаулығын сақта. Бытовая коррупция порождается взаимодействием рядовых граждан и чиновников. Деловая коррупция возникает при взаимодействии власти и бизнеса. Коррупция верховной власти относится к политическому руководству и верховным судам в демократических системах. Остановим вместе коррупцию на всех уровнях. Мы за сильное государство. В студии Асия Жамалова, наш гость Доспанова Салтанат Муратовна. Рубрика «60 секунд». Это та рубрика, где у гостя нет времени на размышления. 10 блиц-вопросов могут быть заданы на любую тему. Времени на подготовку нет. За каждый вопрос наш гость получает 5 баллов. Если вы затрудняетесь ответить, ваша задача сказать следующий вопрос. 3, 2, 1, мы начинаем. Главный конкурент доллара. Евро. За какое время Земля делает оборот вокруг Солнца? За 1 год. Сколько томов в мертвых душах? 2. Где находится кафедральный собор Нотр-Дам? В Париже. Какая планета имеет кольца? Сатурн. Как называется сетчатая ткань, применяемая как трафарет для вышивания? Канва. Как называется театральный светильник? Софит. Почетное обращение к выдающимся музыкантам. Маэстро. Главная балерина театра. Прима. Какие горы отделяют Азию от Европы? Уральские горы. На этом у меня все. Общее количество баллов 50. Отличный результат. Передаю слово своему коллеге Хаджмукану Саикенову.
Сегодня у нас в гостях была заведующая кафедрой хореографии Доспанова Салтанат Муратовна. Спасибо, что были с нами, Салтанат Муратовна. Благодарим вас за участие в программе «Студия Быковского 9» и за ваше умение передавать студентам опыт по организации мероприятий, а также при постановочной работе над хореографическими композициями. Разрешите на память вручить вам этот сувенир. Ой, спасибо большое. Очень приятно. Вам тоже желаю творческого, неиссякаемого вдохновения. Благодарю. На этом у нас все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, отправляйте этот выпуск друзьям. До скорой встречи!